Тем временем жители поселка Шудаяк под Ухтой обеспокоены судьбой местной амбулатории. Напомним, несколько лет они боролись и, наконец, в этом году в суде отстояли право вернуть поселковому врачебному кабинету статус амбулатории. Но с приведением решения суда в действие вновь возникли сложности. Какие, выясняла Виктория Науменко. В середине сентября Ухтинский городской суд постановил амбулатории в Шудаяге быть. В течение года местная поликлиника обязана открыть свой так называемый филиал в поселке. Работы, к слову, по подготовке помещения начались даже раньше, еще летом. Здесь обновили полы в коридоре, поменяли окна, установили отопительную систему в вестибюле, отремонтировали, подготовили к работе и сами кабинеты, смотровой и процедурный. Правда, заработал последний пока все же не в полную силу. Самая большая проблема в том, что несмотря на то, что процедурный кабинет отремонтирован, процедуры в нем не выполняются, кроме забора крови, потому что работники, медики отказываются выполнять процедуры, то есть делать уколы, другие манипуляции, прививки и так далее, потому что нет лицензии амбулатории, статуса амбулатории нет. Чтобы получить лицензию, нужно время, и 1 года по решению суда недостаточно, говорят в поликлинике. А потому ответчику пришлось подать апелляционную жалобу. Такое решение руководства медицинского учреждения местные жители встретили в штыки. Мы возмущены вот таким решением. На фоне всего вот этого у нас стали собирать мы подписи. На данный день сегодня у нас уже более 800 подписей. Вчера было 700, сегодня уже 800. Шудаякцы опасаются, что амбулатория так и не будет открыта. Однако, как поясняет руководство поликлиники, от обязательств они не отказываются, а апелляцию написали лишь потому, что их не устраивают установленные сроки, ведь предстоит сделать еще немалый объем работ. Заключен договор на проектирование работ по монтажу пандуса. В настоящий момент, сегодня мы приступили уже к проверке проекта. Пишем замечания. Доработки небольшие будут. Я думаю, что через неделю-две у нас будет готов проект уже на пандус. Заключен также договор на разработку сметной документации для капитального ремонта внутренних помещений. Он еще в процессе. То есть к Новому году, раньше, мы будем готовы сказать, какая сумма нам будет нужна для подготовки помещений к открытию амбулатории. И если уже проведенный ремонт сделали на собственные средства поликлиники, то на оставшиеся работы средства будут бюджетные, а значит необходима аукционная процедура. А она всегда занимает не менее 2 месяцев. И это в лучшем случае, если аукцион состоится с первого раза. Неизбежные сложности с подрядчиками. Несмотря на то, что наш промышленный город, но нет компаний, которые бы взялись за выполнение вот этой работы. То есть у нас были предприятия вообще с других регионов, как правило, и работать с ними достаточно сложно, их очень сложно контролировать. Определенного времени потребует и выделение средств региональным Минздравом. От установленных регламентов не уйти. На все эти процедуры может понадобиться больше года, отмечают в поликлинике, а при несоблюдении установленных решением суда сроков медучреждение может получить крупные штрафы. Вот почему апелляция не повод паниковать. Амбулатория в Шудаяге будет, и для этого сейчас принимаются все меры. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.